Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. В республике продолжается проведение штатных расписаний учреждений образования в соответствии с федеральными требованиями. Основной посыл – это повышение эффективности образовательного процесса, увеличение производительности и труда. Модельное штатное расписание должно соответствовать общим принципам, но иметь региональную специфику. Как это будет на практике, мы сегодня и поговорим. Наш гость студии Нюргун Павлов, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Нюргун Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Я вот вначале озвучил, что модельное штатное расписание должно соответствовать общим принципам, но иметь региональную специфику. О какой специфике мы говорим? Ну, в целом, да, по системе российского образования, начиная с 2021 года, вся педагогическая общественность и мы осуществляем деятельность по формированию единой российской образовательной системы. И в этом контексте мы понимаем, что в образовательных организациях в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, обновленными требованиями федерального государства образовательных стандартов и федеральных образовательных программ, в наших школах и средних профессиональных учреждениях появились новые должности, такие как советник по воспитательной работе. У нас появились новые квалификационные категории, как учитель-методист, учитель-наставник. Ну и, конечно, у нас появились определенные выплаты за классное руководство и кураторство. И мы понимаем, что для дальнейшей эффективной реализации образовательного процесса нам необходимо внедрение новых должностей, как раз такие, которые прописаны в этих модельных штатных расписаниях. Эти примерные штатные расписания, нормативы, да, мы получили этим летом. И Министерство просвещения направило всем субъектам. И, конечно, мы понимаем, что эти нормативы, штатные расписания, они носят рекомендательный характер. И, в частности, мы понимаем, что модельные штатные расписания, мы понимаем, что они носят типовой характер. И не все образовательные организации на текущий момент, да, не соответствуют этим нормативам, поскольку здесь есть определенные нюансы, да, для образовательных организаций. Мы все знаем, что в нашей республике работают, да, функционируют все типы образовательных организаций, начиная от кочевых, заканчивая школой, которая работает по особым программам. И здесь мы говорим о том, что для таких малокомплектных школ здесь некоторые моменты не учитываются. Но помимо этого, когда мы уже непосредственно работаем с образовательными организациями, с муниципалитетами, мы говорим, учитываем все их особенности, все их пожелания. Ну и как Министерство образования и науки рекомендуем наличие того или иного, тех или иных должностей, ну и учитываем наши региональные особенности. А рекомендации Министерства образования имеют, то, что называется, строгий характер, или можно их варьировать для каждого образовательного учреждения по-своему? Ну, здесь мы говорим, что в Федеральном законе об образовании, 273-м, да, в 3 статье, части 4 прописано, что полномочия по формированию штатного расписания полностью она обладает этими полномочиями образовательная организация. И сама вправе, да, уже формировать свое штатное расписание в виде из своих потребностей, да, и социокультурной ситуации, в которой располагается территориальная образовательная организация. И, конечно, в соответствии с этим законом не приказ для образовательной организации, то, что говорит Министерство образования и науки, Министерство просвещения Российской Федерации. Но мы понимаем, что все люди, да, педагогические работники, мы призваны для того, чтобы организовать, создавать условия, чтобы наши дети получали самое качественное образование. И для этого необходимо, конечно, предусмотреть некоторые должности, которые необходимы для детей. Да? И здесь мы говорим о том, что в этой нормативах, что нам нравится, да, во-первых, почему мы вот так основательно взялись за приведение штатных расписаний, поскольку мы понимаем, что в нашей системе образования необходимо, я ранее говорил, предусмотреть новые должности. Новые должности — это какие должности? Допустим, это ставка, вот эта должность методиста.
Вообще вот отечественном образовании, если посмотреть историю, да, мы видим, что у нас в образовательных организациях в школе ранее они были методисты, да, должность методиста предусматривалась. Но в современном образовании вот эти должности уже их не было. Сейчас мы видим, что впервые, да, у нас в примерных штатных расписаниях появились должность методиста. И там прописано, что на каждые 10 педагогов, учителей необходимо в образовательной организации предусмотреть одну ставку методиста. А кто такой методист? Это человек, который непосредственно работает с педагогическими работниками и работает над развитием профессиональной педагогической компетенции каждого учителя. И здесь он выступает в роли наставника, да, и разрабатывает для всех педагогических работников индивидуальные образовательные маршруты. И мы говорим о том, что да, действительно нам назрела необходимость предусмотреть такие штатные единицы в образовательных организациях и учреждениях среднего профессионального образования, ну, во всех уровнях. Да? И здесь мы еще увидели такие должности, предусмотренные в этих рекомендациях, такие как преподаватель основы безопасности и защиты Родины. Мы понимаем, что у нас в соответствии с обновленным ГОС наименование учебных предметов поменялось, и мы здесь видим, что у нас появляются новое наименование основы безопасности жизнедеятельности. Раньше урок же так именовался. Сейчас основы безопасности и защиты Родины. И мы понимаем, что в образовательных организациях, даже в самых больших образовательных организациях, есть трудности по формированию этой ставки, поскольку учебные часы, если собрать по всем классам, она не выйдет 18 часов, то есть одну ставку мы там не выделим. Да? И здесь, понимая вот это, важность вот этого учебного предмета и наличие таких специалистов в образовательных организациях, Министерство просвещения дало рекомендации о том, чтобы вне зависимости от учебных часов предусмотреть как должность, да, этого специалиста, учителя, преподавателя ОБЗР. И мы говорим о том, что да, он как в одной ставке в должности будет, и плюс еще, конечно, он будет получать определенные выплаты за часы. Георгий Михайлович, суммируя, то есть все эти нормативы, они будут, что называется, насколько я понимаю, публичными в первую очередь. И вот эта самая региональная специфика, о которой мы с вами говорили, вот она будет, что называется, варьироваться в зависимости от, условно говоря, проще говоря, что должность методиста в кочевой школе, она, сложно внедряемая, насколько я понимаю, будет все это варьироваться. Если мы говорим о районной работе, я так понимаю, что созданы комиссии для пересмотра штатных расписаний в каждом районе. Как они работают? Во-первых, у нас эти рекомендации в просторах сети, да, интернета, они выставлены, в общедоступном месте находится. Если кто желает и интересуется, может посмотреть вот эти наши рекомендации. Что касается в целом работе с районами и городскими округами, да, комиссиями, здесь мы говорим, да, действительно, мы со всеми муниципалитетами, с районами работаем. И здесь мы видим, что да, во главе глав, да, муниципалитетов у нас во всех муниципалитетах и городских округах созданы комиссии, с которыми мы и отрабатываем, да, в этой части, отрабатываем по приведению штатных расписаний в соответствии. И здесь, да, вот эти комиссии, они на местах все созданы. К слову о районах, образовании в районах, во многих муниципалитетах сейчас остро стоит вопрос развития малокомплектных школ. Вот какова их стратегия и будет ли им предложена какая-то особая гибкая модель? Здесь малокомплектные школы, они защищены законодательством республики, также и на федеральном уровне. Здесь мы говорим, что вообще в целом у нас по республике 627 образовательных организаций, из них 260 — это малокомплектные школы, в том числе 6 кочевых школ.
мы знаем, что финансирование уйдет в соответствии с 237 постановлением, 537 постановлением по численности обучающихся. По малокомплектным школам здесь уже не по численности финансирования идет, а по тарифам, да, ну, по учебным часам. Вот про районы. В завершении нашего с вами диалога знаю, что оптимизационные мероприятия, ну, вот, приведение в норму штатного расписания, они коснутся не все школы в республике, не все районы. Есть муниципалитеты, которые регулярно самостоятельно пересматривают свои штатные расписания. Вот как у них уже организована работа, кого можно в пример привести? Ну, достаточно много. У нас, когда мы вот уже заканчиваем работу со всеми муниципалитетами, и мы видим порядка 10 муниципалитетов нашей республики, которые уже, начиная с 2000-х годов, уже работают по приведению в соответствии, поскольку это процесс же. Это процесс, непрерывный процесс, и этим процессом необходимо управлять для того, чтобы эффективность была от той деятельности, которую ты осуществляешь. И здесь мы говорим о том, что видим порядка 10 муниципалитетов, которые вот привели в соответствие. Это Вилюйский, да, район, Верхневилюйский, Нижнеколымский, это Ленский, ну и другие муниципалитеты, которые непосредственно уже привели в соответствие, и они готовы к внедрению новых должностей, да, которые прописаны в рекомендациях. И здесь мы говорим о том, что вообще в целом, да, есть муниципалитеты, которые эту работу вообще не проводили. Да? Евгений Михайлович, вы вот сказали о том, что условно Вилюйский и Ленский районы готовы к внедрению новых должностей, которые есть в законе. Так они же появились, если я не ошибаюсь, год или полтора назад. То есть, в рамках закона, из-за того, что ОБЖ поменялся на ОБЖР, появились вот эти методисты, они как не работали до этого в школе? Нет. На каком они, точнее? Эти должности, вообще в целом должность методиста, она как определенная должность, да, не была предусмотрена, во-первых, и не именовалась, да, как бы. Но вот ОБЖР законом, оно же переименовалось. Да, ОБЗР почему? Потому что, исходя из определенных изменений, да, и в учебном плане и так далее, мы видим, что там, вот сказал же, да, что одну ставку очень сложно вывести. И вообще вот эти учебные часы, они, да, в образовательных организациях реализовались. И реализовали их учителя физической культуры, совместители, учителя труда, технологии. А мы говорим о том, что вообще мы в целом должны качественно проводить уроки по всем учебным предметам, да, и осуществлять образовательный процесс. И здесь нам необходимо, конечно, мы видим, что если только вот как должность мы его высветим, да, и отдельно вычленим, тогда лишь мы можем получить здесь специалиста, который непосредственно будет работать с детьми как высококвалифицированный специалист. Вот, суммируя, то есть в условном Вилюйске или Вилемском районе теперь ОБЖР вместо трудовика и физрука будет преподавать отдельный учитель по этой дисциплине, прямо вот закрепленный. Вот в этом суть. Во всех образовательных организациях. Ну, я говорю, что сейчас из тех, кто 10 уже в штатное расписание привел самостоятельно, да, теперь будет по вашим рекомендациям. Например, работать. в Вилюйском районе здесь мы говорим о том, что они уже 7 методистов должностей уже вывели, да? А в Горном районе, Горный район вывел 11 методистов, ну и в других муниципалитетах у нас вот эти должности методисты уже начинают появляться. Нургун Михайлович, вот как только об этой оптимизации, об этой приведении штатных расписаний в норму стало известно, начались всякие инсинуации. Давайте успокоим население. Никого, я так понимаю, увольнять, сокращать, часы убирать, географии, в условно-методической работе никто не будет. Правильно понимаю? Здесь мы говорим о том, что в целом, да, финансирование, вот изменений никаких нет. Финансирование у нас до муниципалитетов, до образовательных организаций идет в соответствии с постановлениями
учреждениями. У нас два основных постановления. 237 – это доведение финансирования до дошкольных образовательных учреждений, и 537, который доводит финансирование до образовательных школ, ну, простыми словами, школ. Да? И здесь мы говорим, здесь ничего вот не изменилось, и все идет по численности обучающихся. И здесь в некоторых муниципалитетах мы видим, да, что численность обучающихся там резко уменьшается. И да, там финансирование в следующем году будет поменьше, чем в этом году. И здесь мы говорим о том, что необходимо, да, в этих муниципалитетах, да, и они сами вынуждены будут привести, да, штатное расписание соответствия, чтобы организовать вообще в целом образовательный процесс в тех или иных образовательных организациях. И поэтому здесь в одночасье говорить сложно, поскольку ситуации разные. Благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что нашли время ответить на Спасибо. наш вопрос. Это было актуальное интервью. До встречи.